Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о падении двухлетней девочки с 4-го этажа в Челнах. Она с 4-го этажа упала и об козырек лицом. И гибели байкеров в Казани. Резко начал уходить вправо, а, к сожалению, мой товарищ не успел. Покажем, как из-за нетрезвого водителя столкнулись 3 автомобиля. А пили сегодня? Нет. По какой причине вы тогда сейчас в патрульной машине находитесь? Так просто. А также резонансное дело МЧС. Я могу пояснить о том, что она меня оговаривает, так как я в свое время уволил ее сына. Бывшего замминистра обвиняют в хищении 160 миллионов рублей через подконтрольную фирму. Это и не только. Прямо сейчас. В Набережных Челнах двухлетняя девочка упала с балкона 4-го этажа. Ее родители в этот момент были дома, но в другой комнате. Девочка играла одна, потом выглянула в окно и сорвалась. Елена Саляхова с подробностями. Двухлетняя девочка играла в комнате одна, родители были на кухне. Малышка вышла на балкон, сама соорудила себе ступеньки и выглянула в окно. Не удержавшись, она упала на крышу пристроенного к дому магазина. Свидетелями произошедшего стали дети. Упал хлеб и увидел, как ребенок падает. Мы просто услышали бах. Потом услышали, кто-то плакать начал. Как плакать, орать. Смотрим, девочка поднялась. У нее все лицо в крови было. Она с 4-го этажа упала и об козырек лицом. По факту падения ребенка прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжает. К счастью, девочка выжила, но серьезно пострадала. Ребенок получил телесные повреждения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом носа. Врачи боролись за ее жизнь сутки. Сейчас малышку намерены перевести из реанимации в отделение. Ее состояние оценивают как стабильное. Елена Саляхова, Валерия Новожилова и Ленар Султанов. Вызов 112. В Казани погиб мотоциклист, врезавшись в стоящий на проезжей части автомобиль. Трагедия произошла минувшей ночью на проспекте Имашева. Незадолго до этого водитель «Жигулей» 5-й модели столкнулся с каретой скорой помощи. Машины стояли в левом ряду. Из-за другого автомобиля байкер заметил их в последний момент. Не вовремя, не в том месте оказались. Все решили доли секунды и считанные сантиметры. На резко изменившуюся дорожную обстановку он среагировал на мгновение быстрее товарища. Мы двигались с товарищем по левой крайней полосе. Перед нами ехал автомобиль ВАЗ-2714. Он резко перестроился вправо. Я, увидев ВАЗ-2707, который впереди стоящий, тоже резко начал уходить вправо, а, к сожалению, мой товарищ не успел. «Жигули» за несколько минут до этой трагедии столкнулись с каретой скорой помощи. Водители остановились, выставили знаки. Осмотрев повреждения, решили не ждать автоинспекторов, а самим поехать в центр оформления ДТП. Но тронуться с места водитель «Жигулей» не успел. Был знак, после этого он убрал знак, собирался только выезжать и вот. Водитель «Жигулей» говорить отказался, находился в эмоциональном шоке, хотя избежать этой трагедии он не мог. Без комментариев, девушка. Товарищ погибшего мотоциклиста уверяет, что скорость в момент аварии у них была меньше 80 км в час. Ехали не быстрее всего потока. Впереди были машины. Шлем байкера не спас. Полученные молодым человеком травмы были смертельные. Был совершен наезд на автомобиль ВАЗ-2705. То есть мотоциклист сразу упал, находится там, где сейчас находится, а мотоцикл сам, после еще на 100 шагов отлетел. Естественно, скорая как раз была на месте ДТП, как участник ДТП предыдущего. Врачи подошли, попытались оказать первую помощь, однако полученные травмы оказались несовместимы. Погибшему мотоциклисту было 27 лет. Леха Рудинова, Елена Саляхова, Константин Гушуев. Вызов 112. Предположительно, нетрезвый водитель стал причиной аварии на Горьковском шоссе. Из-за виляющего по дороге УАЗа водители других машин стали притормаживать, чтобы не столкнуться с внедорожником. Но вовремя остановиться смогли не все. Подробности расскажет Вероника Гайнудинова.
Тормозили по какой причине-то? Потому что впереди машина тормозила. Водитель «Газели» уверял, что скорость у него была небольшая, но ехал он чуть быстрее, чем УАЗ-Патриот, который был чуть впереди. Мужчина рассказывает, что внедорожник вилял по дороге из стороны в сторону, и чтобы с ним не столкнуться, пришлось притормозить. Вскоре сильный удар сзади. В «Газель» врезался микроавтобус «Мерседес», в который, в свою очередь, влетел «Митсубиси». А он вилял по дороге? Почему так получилось, что он в ту сторону? Вилял, наверное, что не знаю. Все водители, кто ехал за ним, оттормаживаться начали. Я через две машины ехал. Столкновения с УАЗом не было, но далеко уехать он тоже не смог. Вскоре внедорожник врезался в металлический отбойник и остановился. Подбежавшие к нему водители столкнувшихся машин сразу поняли, мужчина был пьян, о чем и сообщили, вызывая автоинспекторов. У вас вот кровь немного на лице. Вы ударили, что ли? Нет. А пили сегодня? Нет. По какой причине вы тогда сейчас в патрульной машине находитесь? Так просто. Водителю УАЗа предложили пройти экспресс-тест на употребление алкоголя и проехать в больницу на медицинское освидетельствование. От того и другого мужчина отказался. По закону это приравнивается к вождению в нетрезвом виде. И теперь ему предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Автоинспекторам же предстоит установить, какую роль его виляние по дороге сыграло в столкновении 3 автомобилей и определить виновника этой аварии. Вероника Гайнудинова, Елена Соляхова, Константин Бушуев. Вызов 112. В Советском районном суде сегодня должно было начаться слушание так называемого дела МЧС. Бывшего заместителя главы МЧС Республики Ильхама Насибуллина и 2 его сообщников обвиняют в растрате или присвоении денежных средств в крупном размере. Ущерб составляет около 161 миллиона рублей. Почему отложили процессы и подробности этого дела у Айрата Назибова? На скамье подсудимых 3 человека. Бывший заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Ильхам Насибуллин и 2 директоров коммерческой фирмы, действующий Ленур Зинатуллин и бывший Ильнар Гимадеев. Последний находится под домашним арестом, тогда как остальные в СИЗО. На первом судебном заседании прокуратура просила продлить всем подсудимым избранную ранее меру пресечения. Срок истекал 16 сентября. Принимая во внимание тяжесть и степень общественной опасности совершенных преступлений, в совокупности со всеми обстоятельствами дела сторона обвинения полагает, что в случае избрания более мягкой меры пресечения, нежели которая была избрана обвиняемым в ходе предварительного следствия, есть основания полагать, что они могут скрыться от суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, а также оказать давление на свидетелей, среди которых имеются лица, находившиеся ранее в служебной зависимости от них, либо иным способом воспрепятствовать производству по делу. Они обвиняются по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», а экс-замминистра еще и в мошенничестве. По материалам дела подсудимые в 2013 году создали коммерческую организацию, которая полностью дублировала функцию казенного учреждения поисково-спасательная служба. Фирма, полагают следователи, на протяжении 7 лет обслуживала крупные нефтегазовые компании Татарстана, лишая бюджетную организацию заказов. При этом фактически работу по обслуживанию промышленных объектов и ликвидации аварийных разливов нефти осуществляли сотрудники поисково-спасательной службы. Таким образом, на счета коммерческой фирмы поступило около 161 миллиона рублей, которые должны были пойти в бюджет республики. Свою вину подсудимые не признали. Проведены 4 экспертизы без согласования с нами. Ни в одной экспертизе нет документов, которые бы хотя бы косвенно указывали на мою виновность. Все они, имеется в виду, в отношении меня доказывают мою невиновность. А также те бухгалтерские документы, которые были изъяты в ходе обысков, тоже подтверждает мою невиновность. Отдельное обвинение в мошенничестве по видеосвязи прокомментировал Ильхам Насибуллин. Он, по данным следствия, используя служебное положение, ввел в заблуждение женщину, убедив, что на ее сына, бывшего директора этой коммерческой организации, могут возбудить уголовное дело. Чтобы этого не произошло, он потребовал с нее 1 миллион рублей, обещав, что деньги вернет обратно в организацию. Но, получив 950 тысяч рублей, деньги просто присвоил. Вот я могу пояснить о том, что она меня оговаривает, так как я в свое время уволил ее сына за систематические прогулы, так как он злоупотреблял спиртными напитками. Вот, и поэтому дальше с ним работать невозможно было. Соответственно, она решила мне тем самым отомстить. Оба подсудимых сейчас находятся в московском СИЗО. Это связано с тем, что дело расследовало Главное следственное управление Следственного комитета страны. Обвиняемые просили отправить их под домашний арест. Но суд встал на сторону обвинения и продлил обоим срок содержания под стражей еще на полгода. Услышав это, Ильхам Насибуллин разрыдался.
Из-за того, что двух обвиняемых не успели этапировать в Казань, обвинительное заключение сегодня не зачитали. Вероятно, это произойдет через месяц. Заседание назначено на 18 октября. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Авызов, 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.